Бисмиллахир рахманир рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 103 сура Священного Корана, сура Аль-Аср. Эта сура состоит из 3 аятов. И мы постараемся максимально приблизить вас к правильному чтению этой суры. Итак, первый аят – Валь-Аср. С звука вау, валь, мягкий звук. Аср – одна из самых распространенных ошибок. Нет, валь, и фатха. Валь, сад с сукуном. Ра при остановке аннулируется и переходит. Огласовка кесра аннулируется и переходит в сукун. И по правилам таджвида, если впереди над или под впереди стоящим звуком отсутствует огласовка, то последний звук подчиняется впереди идущей за буквой сукуном, значит фатха. А буква ра, правило буква ра гласит, она подчиняется, если впереди стоящий звук является кесрой, то буква ра твердая, и поэтому получается валь-аср. Одна из самых также из распространенных ошибок валь-аср. Буква ра не произносится, к большому сожалению. Куда она так делалась, один Аллах знает. И поэтому правильное произношение валь-аср. Валь-аср. Валь-аср тоже ошибка. Нужно соединить все в одно единое. Валь-аср. Итак, уходим на второй аят. Инна. Удвоение в размере 2 огласовок. Инналь. С огласовки фатха переходим на лям. Инналь инсана. Инналь инсана. Здесь у нас ихфа, мягкая ихфа в размере 2 огласовок. Инсана. Ударение в размере 2 огласовок. Лафи. Здесь естественное удлинение в размере 2 огласовок. Касры. Лафи хуср. При остановке аннулируется танвин, переходит в сукун. То же самое применяем правило, которое мы ознакомили вас в первом аяте. То есть буква ра подчиняется дамме. А так как дамма и буква ра читается твердо. Хуср. Сад, дело в том, что чтобы син не переходил в звук сад. Сад, син, они свистящие звуки, чтобы мягкость сина не перешла в твердость букву сад. И поэтому хуср. Лафи хуср. И третий аят. Илля-ладина. Илля удваиваем. Потом с огласовки фатха переходим на удвоенный лям. Итого получается естественное удлинение при слитном чтении аннулируется. Илля-ладина. Здесь удлинение в размере 2 огласовок. Илля-ладина. Аману. Ударение в размере 2 огласовок. Аману. Вот здесь то же самое. Ударение в размере 2 огласовок, естественное удлинение даммы. Аману ва. Одна из самых распространенных ошибок, к большому сожалению, это соединение даммы с вавом. Аману ва, аману ва. И появляется правило идгам и приходит в ассимиляцию. Аману ва, что является грубейшей ошибкой. Аману ва амилу. Нужно разделять между даммой и между вавом. Аману в 2 раза в размере 2 огласовок. Ва амилу. Ва амилу. Все мягкие звуки. И с огласовки даммы мы переходим на удвоенные буквы сад. У нас естественное удлинение в размере 2 огласовок аннулируется, и артикль аннулируется, и переходим ва-амилус, ва-амилусса, удвоение, потом естественное удлинение, долгота в размере 2 огласовок, салихати, то же самое,
удлинение в размере двух огласовок. И при слитном чтении وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَى. وَتَوَى, нет. وَتَوَى, звук та, мягкий звук. وَتَوَى, ударение в размере двух огласовок. وَتَوَاسَوْا, сау, бил. Звук ха, она всегда у нас мягкая. Она никогда не может произноситься как ха. Биль-хакки, нет. Биль-хакки. Так как звук каф с огласовкой касра, она читается мягче. И получается биль-хакки, а не биль-хакки, что является грубейшей ошибкой. Ватавасау биль-хакки ватава, то же самое. Ватава, ударение в размере двух огласовок. Ватавасау би. Уходим на удвоенные, применяем правила солнечных звуков на букву сад. Сабы, вот здесь у нас калькаля. И калькаля буква ба, то есть она мягкая калькаля. Не сабы, сабы. Вот здесь ра при остановке аннулируется касра, переходит в сукун. Итого получается буква ра в данном случае подчиняется фатхе, то есть она твердая. И в итоге биссабр, сабр. И в завершении я прочитаю третий аят. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Применяя те правила, которые мы аннулировали, те огласовки, которые аннулировали, вот в первом аяте и во втором аяте, полностью сура будет звучать таким образом. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.